уважаемые эксперты, участники и гости! Мы рады приветствовать вас на защите проектов проектной смены Якутская межрегиональная исследовательская школа. Сегодня у нас будет возможность познакомиться с интересными проектами, над которыми наши участники упорно трудились на протяжении 10 дней под руководством молодых ученых-тьюторов по 8 направлениям. Школьники объединились в проектные команды и работали над актуальными научными задачами в области естественных, технических и гуманитарных наук. Позвольте представить наших уважаемых экспертов. Павлов Василий Климович, доктор философии, ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Черосов Михаил Михайлович, доктор биологических наук, директор Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Михаила Григорьевича Сафронова. Протопопов Сергей Сергеевич, заместитель начальника управления целевых проектов целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия. Матушева Ниель Васильевна, кандидат филологических наук, директор департамента науки и инноваций Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Уважаемые участники, разрешите напомнить регламент выступления. Каждому проекту предоставляется 15 минут, включая ответы на вопросы. Итак, мы начинаем защиту проектов. Первым приглашается команда участников проекта «Голосовой помощник» тьютор Степанов Сергей Павлович, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории вычислительной технологии и искусственный интеллект Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Итак, добрый день, уважаемые эксперты и дорогие гости. Мы представляем наш проект «Голосовой помощник» под руководством Сергея Павловича. Наша команда состоит из меня, Дмитрия Александра, и меня Петров Леонид, Филиппова Галина, Габышева Виктория, Макаров Самвол, Слепцова Арина, Мартынова Елена. Наша цель заключается в том, чтобы разработать специальный телеграм-бот, который помогал бы школьникам с обучением, и который включал бы в себя такие функции, как добавление личного расписания, добавление личных заметок, также расшифровки голосовых сообщений, также и озвучивание текста. Мы поставили перед собой такие задачи, как, во-первых, это разработка плана по распределению задач в нашей команде для более эффективного выполнения. Во-вторых, это реализация и написание всех вышеперечисленных функций. И в-третьих, это выявление ошибок и недочетов в конце, чтобы в случае чего их исправить. На данном сайте можете увидеть нашу стартовую страницу и кнопки, которые на ней представлены. Первая функция — это ИИ-ассистент. Он сделан на базе API-шника Лигачана, и он может ответить на все ваши вопросы. И второе — это расшифровка озвучивания. Она состоит из двух подфункций. Это TTS, text-to-speech, то есть вы отправляете сообщение, и оно делает голосовое. И speech-to-text, он расшифрует ваше голосовое сообщение в текстовое. Сейчас я расскажу вам функции нашего бота как расписание. Что включает в себя расписание? Расписание имеет 4 основные функции. Это первое — выбор дня или недели. То есть вы можете выбрать любой день недели и добавить в него ваши планы. Также вы можете просматривать ваши планы на всю неделю. Вторая функция — это редактирование событий. То есть, если вы хотите добавить какое-то событие в ваш
ну, в любой день недели, вы можете это сделать. Также вы можете, наоборот, удалить его посредством отправки его порядкового номера. Третье – это сохранение расписания. Все расписание, оно сохраняется в TXT-файле. И в последующем вы можете из этого TXT-файла просматривать ваши планы на определенный день недели или же на всю неделю. Четвертое – это напоминание планов. То есть, если вы не хотите забыть, что вы запланировали на какой-то день недели, вы можете включить напоминание. Вот пример, как работают функции нашего расписания. Вначале нужно выбрать день недели, например, вторник, и бот сразу выведет расписание на вторник. Можно менять расписание, нажав на кнопку «Изменить расписание», и добавить, например, новое событие для вторника. У нас, например, это покушать, и расписание сразу обновится. Дальше, после того, как сохраним расписание в формате TXT файла, можно будет рассматривать расписание на всю неделю. Следующее, что мы добавили в нашего бота, это заметки. Вы можете брать любую информацию из различных источников и добавлять в заметках. В чем же польза? Это синхронизация данных. Вы можете синхронизовать данные между различными устройствами, что позволит вам быть на связи с вашим заметком. Удобство использования. Простой и понятный интерфейс, что организование информации и легкий доступ. Вот вам показано. Следующая функция нашего бота – это сохранение файлов. Удобство этой функции в том, что он отвечает в любое время, и вы можете получить свои фотографии тогда, когда вы захотите. Второе – это удобный список, который вы легко можете испятить. И также есть удаление. Вы удаляете ненужные фотографии и... Да. Покажем это на примере. Есть 3 функции. Это добавление, список ваших фотографий, и также вы можете посмотреть его в любой момент, и дату отправления вашей фотографии. И есть удаление ненужных файлов, которые вам уже больше не нужны. Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что мы разработали вот этот самый клик-робот, который исправно работает и выполняет все лишние функции. Вот сейчас на следующем слайде представлен QR-код, отсканировав который вы можете сами протестить его и посмотреть, как бы. Спасибо всем за внимание. Мы готовы отвечать на ваши вопросы. Уважаемые эксперты, можете задать ваши вопросы. Добрый день, дорогие участники. Ну, во-первых, спасибо за презентацию. Довольно-таки интересно. Вот у меня такой вопрос, да. Вы тему сами выбирали, да, или уже заданные темы были? Нет, мы сами выразили желание участвовать в данном проекте, поэтому так. Хорошо. А есть ли еще аналоги таких вот помощников? Или, ну, или, то есть, какие уникальные у вас функции, может, есть какие-то? Может, еще? Может, эти референсы какие-то есть у вас? Ну, про идеи можете как-то рассказать? Откуда вот взяли? Да, конечно, спасибо за вопрос. Это, конечно, очень интересный вопрос. Насчет аналогов мы особо не разбирали, так темы уже были заданы нам. Вот.
Конечно, мы опирались на таких голосовых помощников типа Яндекс.Алисы или типа того, потому что мы, например, у нас была функция TTS SAT как отдельная функция, но она должна быть, ну как, база для и ассистента, ну, чтобы создать его вместе с ним. Спасибо. А скажите, как работает вот STT функция? Я вот что-то пытаюсь, да, зайти. Его надо что сделать, чтобы она работала? Да, STT функция, вот, например. Ну, да, вот это есть, например, слово сообщение. Что дальше? Есть? Она пока не работает, да, или как? Работает. Окей. Расшифрованный текст. А, вы ввели свои, да, сайт? Я еще раз нажимаю, да, или что я делаю? Дайте не знаю. На русском, да? Ну, короче, не понимаю. Да. Ну вот удобно, да, вам использовать самим это дело, ребят? Да? Удобно или неудобно? Будете этим пользоваться, я не знаю. Да? Обычно мы же вот привыкли записывать, там, ежедневники держать, да, сейчас вот получается через бот можно, да, так сказать, себе ассистента завести, и все это буквально очень удобно тогда получается. Или неудобно? Скажите, есть критическое у вас мнение по этому поводу? Вы разработали, потому что задание, да? А какая критика есть у вас лично? Ну, хотелось бы начать с того, что сейчас Telegram набирает огромную популярность, и он является таким самым, чаще всего пользующимся приложением у многих подростков, поэтому нам кажется, что собрание вместе всех разных приложений, которые еще могли бы синхронизоваться через собственный аккаунт, то есть можно одновременно использовать и на телефоне, и на ПК, и на любых других устройствах, лишь бы был интернет. А что бы вы еще добавили, какие функции или что-то, что вы не успели разработать? Вот мы, конечно, наверное, самым удобным еще таким одной функцией являлось бы сканирование фотографии и считывание из него текста. Спасибо. Ну, понятно, что у вас это уже в процессе развития будет, видимо, в дальнейшем. Но самое главное, чтобы вы поняли, как это программируется и какие вещи. Просто у вас интересное распределение вас самих программистов. Вот если сначала возьмите, почему вы не подобрали команду, чтобы у вас было все-таки больше программистов, но вот сохранение фоток, заметки, расписание, ну это же не основные функции. А Петров Леонид, видимо, пахал как ешь. Петров Леонид, это ты, да? Сейчас очень извиняюсь, я только отвечал за и ассистента. Другие тоже работали, конечно, и я все вместе все это соединил в одного бота. Вот это самое главное, в конце концов. Ну просто я вот тут в команду подбирал, еще бы одного программиста взял, это было бы удобнее для работы. Спасибо большое, ребята, за интересный проект. На систему у меня возникают такие вопросы. Название проекта у вас звучит таким образом, да, голосовой помощник. И как вот эта функция голосового помощника в данном проекте у вас работают в разделе расписания? Как это применяется? Изначально, ну, конечно, расписание вы сами вводите, и имеется в виду, сейчас. Вы спрашиваете, причем здесь заметки в голосовом помощнике, да? Ну, вообще во всех разделах вашего проекта
присутствует голосовой помощник. Ну вот у вас есть раздел расписания, да, допустим, вы вносите свое расписание, да, учебное, и дальше вот как эта система работает с голосовым помощником. В общем, сейчас, в данное время, никак. И как вы... Это просто как дополнительная функция, как ассистент. Просто как объединение всех функций в одного бота, так сказать. Ну, также вы сказали, что эта система может преобразовать текст в речь или наоборот, да? Да. Вот какие языки ваша система распознает? На данном этапе только русский язык? Только русский язык на данном этапе. И в будущем какие у вас есть планы по привлечению других языков? Допустим, вот тот же якутский язык. Ну, возможно ли это сделать? Конечно, возможно. И как вы это планируете? Вообще, планируется ли развитие данного проекта? И как вы желаете вот распространить свой проект, возможно, на школьников республики? Вообще есть такое у вас в планах? Конечно, есть. Сейчас это работает на тотальной базе, то есть ТТС и СТТ не должен быть как отдельные функции, а мы должны разобраться вместе с ЕИП-ассистентом. А насчет обучения бота якутским языком это возможно. Просто надо подобрать другие языковые модули на бота. Спасибо ребятам за такой интересный проект. Далее приглашается проект «Дистанционное зондирование восстановления мамонтовых тундросетей в Нижней Колыме». Тьютор Захаров Моисей Иванович, кандидат географических наук, доцент эколого-географического отделения Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, и сотьютор Тимофеев Иван Андреевич, студент Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Добрый день, уважаемые эксперты и участники Якутской межрегиональной исследовательской школы. Сейчас мы хотим представить наш проект. Наш проект называется «Дистанционное зондирование и восстановление мамонтовых тундростепей в Нижней Колыме». Нашими тьюторами были Захаров Моисей Иванович и Тимофеев Иван Андреевич. Актуальность нашего проекта заключается в том, что идея пластоценового парка — это воссоздание мамонтовых тундростепей, ранее крупнейших пастбищных экосистем. Как мы все знаем, среднегодовая температура в Якутии и во всем мире стремительно повышается, а пастбищные экосистемы оказывают охлаждающий эффект на климат и препятствуют деградации многолетней мерзлоты. Таким образом, пастбищные экосистемы могут стать весомым вкладом в борьбу с глобальным потеплением. А с помощью дистанционного зондирования мы выследили изменения с 2001 по 2023 год в зоне экосистемного парка. Целью нашей работы было изучение изменения экосистемы в Нижней Колыме, а в задачу входило составление методики исследования и анализ изменения по NDVI и ЛСТ. На карте вы можете увидеть участки, где проводились исследования. Методика и материалы. Мы работали на геоинформационной программе QGIS. Она предназначена для создания и редактирования данных, для производства карт и выполнения аналитических операций. И следующая программа — это облачная платформа Google Earth Engine.
для геопространственного анализа данных в ботанических масштабах. С помощью этих двух программ и формулы Манн-Кендалла мы создали карту ЛСТ, Land Surface Temperature. Она показывает температуру поверхности Земли, и карту NDVI. Это нормализованный вегетационный индекс, показывающий относительную биомассу. Мы использовали два снимка ЛСТ и NDVI на одном спутнике MODIS. Еще мы взяли временной диапазон с 2001 по 2023 год. Он показывает температуру поверхности Земли, то есть ЛСТ. И еще справа вы можете видеть код карты, которую мы ввели в Google Earth Engine, затем перевели в QGIS для придания цвета. И потом мы создали макеты, которые вы можете увидеть в последующих слайдах. Мы с группой выбрали территорию озера Нерпичье. И мы решили проанализировать эту территорию с помощью дистанционного зондирования. И, как мы видим, у нас слева находится ЛСТ-карта, правее у нас NDVI-карта, а снизу у нас просто карта нашей местности. А еще правее у нас есть график наших карт. ЛСТ-карта обозначает температуру данной территории. Чем она темнее, тем там холоднее. Соответственно, когда она светлее, тем там теплее. А NDVI-карта показывает биомассу данной территории. Ну, то бишь, улучшение, ухудшение этой территории. Красный цвет обозначает ухудшение, белый цвет обозначает неизменность, а зеленый цвет – улучшение. На данном слайде вы можете наблюдать нашу горную местность «Белая стрелка». Слева у нас находится наш макет с двумя программами LST и NDVI, а также план местности. На NDVI графике по программе можно заметить красные и зеленые цвета. Вот красно-розовые оттенки, они отвечают за улучшение, наоборот, ухудшение растительности, когда вот белые, желтые и зеленые отвечают за улучшение. Также прошу заметить, что вот зеленое это отвечает за улучшение еще раз. Именно на верхушке горы оно зеленое, так как это связано с экспансией животных. Все данные мы брали и обрабатывали в приложении QGIS, а также Google Earth Engine. На правой стороне мы можем увидеть наши графики, опять же NDVI и LST. NDVI график показывает рост растений в определенные месяца, а LST за температуру. Мы с командой выбрали Плесеценный парк. Слева можете увидеть наши макеты карты. Сверху слева ЛСТ, а справа NDVI. Зеленые участки показывают рост биомассы, а красные ее уменьшение. Справа мы можем видеть эти графики наших карт, а сверху NDVI, и мы видим то, что во время вегетационного периода график поднимается вверх, и он не опускается до низа. А снизу есть ЛСТ. ЛСТ-тренд – это температура поверхности Земли на определенном участке. Мы подискуссировали и пришли к таким результатам. В картах можно очень легко проследить за изменением местности и биомассы. Повышение температуры. Во всех ключевых участках наблюдения увеличивается ЛСТ, что подтверждает прогнозы повышения среднегодовой температуры к 2050 году. Состояние растительности. Растительные тренды NDVI указывают на неоднородное влияние изменения климата на растительность. В районах, где предпринимаются активные меры по восстановлению экосистемы, состояние растительности стабилизируется или улучшается. Причины изменения глобального потепления. Повышение температуры влияет на аспекты экосистемы, включая растительность, водные ресурсы и почву. Экспериментальные меры в Плесеценовом парке.
Активные меры по остановлению второстепей и поддерживанию биологического разнообразия помогают смягчить негативные последствия изменений климата. Повышение климата приводит к деградации растительности и увеличению температуры поверхности Земли. Однако активные меры по восстановлению экосистемы могут смягчить эти последствия. В заключение мы пришли к следующему заключению. Животные в самом пластицинном парке не сильно влияют на биомассу территории, что было выявлено в ходе наших исследований. Но если и влияет, то не на больших участках, которые не могут выявить наши данные со спутника. В горной местности белая стрелка рост биомассы объясняется экспансией лесов, то есть это природное явление озеленения тундры. Ну и мы в будущем надеемся, что в спутниках появятся более прогрессивные датчики, которые смогут выдать нам более, изображение в более высоком разрешении, что позволит нам в будущем выявить мелкие изменения. И хочу добавить, нам эта тема наша, это для нас новинка. Дистанционное задание, по крайней мере для меня. Тема была очень интересной. Тьюторы и преподаватели все были веселыми, умными, и вот это вот все. Для меня было открытием, что можно смотреть фото от спутников на сайтах и приложениях, и все это бесплатно. И мы хотим дальше продолжать заниматься, делать проекты по этой теме. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Уважаемые эксперты, есть ли у вас вопросы к нашим выступающим? Вот вы это говорите, там, степи, да? Что-то было с этим связано название. И вы как там смогли дифференцировать? У вас на одной части температура, на другой NDVI и общий вид. И взяли два участка. Внутри или три. Вы как внутри что-то там распознали, потому что у вас такая глобальная задача, там, плестоценовый парк, степи и так далее. Извините, можете повторить вопрос? Ну вот можно вернуть на одну из картинок. Еще назад. Вот давай вот это, да. Вот у вас там температурные, NDVI, биомасса и вот снимок. И вы ставите задачу, что вы хотели изменения в местности показать, и надо было их распознать и каким-то образом. Вот температурные, понятно, датчики взяли, это уже динамику за 21 год, это хорошо. Показатели NDVI тоже, мне кажется, понятно, осуществили. То как вы вот, значит, дифференцируете, вот, что там что? В общем, участки с красно-розовыми оттенками, они отвечают за ухудшение. То есть на протяжении времени можно смотреть и наблюдать, как разрастается или наоборот уменьшаются эти участки. Вот также и с зелено-желтыми. Именно на вершине горы можно увидеть улучшение, так как там экспансия животных происходит. Животных? Или все-таки там достаточно стабильные? Так, я уже начинаю понимать. Значит, это уже, собственно, динамику сделали. А по температуре у вас тоже там динамика, да? Вот более темные, что это? По температуре более темные пиксели, это означает, что там более холодная температура. Идет тренд на похолодание, да? Повторите еще раз. Идет тренд на похолодание, там больше, там холоднее стало. Нет. У вас же наоборот. Минус написано. Синий, темный. Темно-синий более холодный, а более светлый это теплая температура. Вот я как раз же это говорю о темном. Значит, где темные, там более холод идет, да? Да. А где синие, там наверх
И, соответственно, понятно. Тогда это выступаете, говорите, график карт. Ну, как-то так. Ну, это графики данных, а не карт скорее. Ну вот уже видишь, ты уже уточняющие слова делаешь. Просто я говорю по терминам, старайтесь, вы же уже становитесь профессионалами в этих вещах, поэтому часто вас уже должны понимать. Все, спасибо. Еще раз. Да, ребята, супер интересная работа. А где вы просто свою методику, да, так сказать, как-то проверяли, например, да, так сказать, имеется в виду контроль там, или как это вы положились на то, что показывает реально, да, так сказать, спутники, это так и соответствует действительности, да? Вы взяли какие-то статьи, на основании чего вы делаете такие выводы? Ну, мы использовали спутниковые данные от USGS. Можно данные сохранять от разных спутников при регистрации. И там, это данные достоверные, они с официального сайта от НАСА. То есть, как бы еще можно было проверить достоверность? Ну, спутники дали, да, какие-то результаты, да, картинки, там, данные, да, кстати, как бы вы проверили? Ну, с помощью спутников можно наблюдать за богатым урожаем, то есть и с помощью этого делать прогнозы. Это понятно, да, это понятно. Да. А какая вот типа корреляция и прочее, да, так сказать, вот как бы вы, как исследователь, да, так сказать, как говорится, поняли, что это достоверные данные, что спутник дает? Как? Ну, то есть мы же можем уже сделать примерные предположения о том, какой будет урожай, и если... Нет, это совсем другой вопрос, да? Вопрос другой, да, так сказать. Вы сидели у компьютера просто, да, так сказать, целую неделю, там, 10 дней, да, так сказать. Вы не были на поле, да, конкретно, с каким-то там урожаем или чем-то, да, так сказать. И вы просто определили, да, просто из каких-то там данных, которые идут из многих тысяч километров, да, так сказать, получается, со спутника, да, и говорите, что такая примерно ситуация на Земле, там, где-то в Черском, очень далеко. Как вы думаете, это достоверно или недостоверно? Да, как можно убедиться в этом? Ну, по данным прошлых лет, наверное, производятся, скорее всего, исследования, проверяются данные. Эти спутники летают уже не первый год, и человечество успело проверить. Хорошо, вы тогда, значит, основываетесь на том, что если такие исследования проводились, то это должно быть правда, да? Вот такая тема. Так, ладно, другой вопрос, да, кстати. Вот этот плейстоценовый парк — это очень большая закрученная тема, да, кстати, где люди получают, мне кажется, и средства, финансирование какое-то, да, и утверждают, что это даст какая-то панацея по решению проблемы с выходом, например, очень опасных газов, которые закрыты в тундре. Допустим, отправили туда животных, да, и животные эти затоптали всю поверхность, и в результате все стало нормально. Да? И вот это, вы сказали, невозможно увидеть, да? Настолько малый импакт вот этих животных, их так мало, да, я так понимаю, да. Из-за этого ничего не видно, да? То есть, получается, вот этот плейстоценовый парк не работает. Сколько лет он работал? Лет. 30 лет. 30 лет. То есть за 30 лет мы должны были увидеть что-то, да, так сказать. Ваши данные показывают, что ничего нету, и это, получается, это эксперимент, это просто обман такой, да, так сказать, что на самом-то деле он ничего не дал. Но, возможно, и погрешности в данных, потому что данные не в самом высоком разрешении. Но там, знаете, какие были утверждения, да, что это вообще реальное решение проблемы. Да, то есть это фактически решение проблемы, да? Но если это не происходит, вы ничего не видите, то означает, что это плейстоценовый парк не работает. Но мы как не от лица плейстоценового парка, мы как третьи лица. Нет, ну естественно, вы хотели как исследователи посмотреть, этот эксперимент работает или нет. Да. Судя по вашим результатам, этот эксперимент не работает. Так? Изменения незначительные. Спасибо. Можно я немножко прокомментирую? Освоили методику, да? До этого, например, вот
такие анализы по вещам, типа, где можно посмотреть, еще не проводили за 20 лет, да. Соответственно, понятно, что это разрешение космического снимка, который, все-таки достаточно такая, грубоватая, да. Но в целом здесь тренд, они освоили. Но понятно, что ребята должны были по-еврейски ответить, что надо туда поехать и посмотреть на месте, как это происходит, полевыми работами. А еще лучше вернуться в 2001 год и там найти материалы прошлых лет и сравнить. Да, это можно было, но они тихонечко учатся. Когда научатся врать, они нам все расскажут. Пока еще врать не умеют, поэтому хорошо, что они такие. А так, в целом, я вот вижу, что это новое направление. Моисей Иванович и Иван осваивают новые направления. Google Engine вообще очень интересная программа, которая, в принципе, мы насаждаем такую идеологию, технологию работы, но это из рук, из уста в уста, ручками, пальчиками. Поэтому, конечно, просто эта команда, она разношерстная, она из разных регионов, как она будет дальше работать. Это специфично, потому что в основном это в Якутске это Дом научной коллаборации. Нужно прийти, найти Моисея, Ивана и там работать. Насколько эта команда будет дальше работать, сложновато. К тому же тут непонятно, кто что делал, потому что в такой Аравии, наверное, они как-то разделялись, наверное. Если сейчас расскажут, еще полчаса будет рассказывать. Кто чем занимался. Вообще, в целом, интересный подход. Это Моисей растет, и дети растут. Спасибо. Спасибо за вопросы закончены. Спасибо. Большое спасибо, ребята. Можете присаживаться на свои места. А теперь приглашается проект «Исследование и оптимизация процесса генерации газа Брауна в щелочном электровизоре с применением солнечной энергии». В рамках проекта была создана экспериментальная установка для получения альтернативной энергии. Тьютор Байкинов Евгений Федорович, ассистент кафедры теоретическая физика Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова. Готовится проект «История развития рельефа долины Эркени». Здравствуйте, уважаемые эксперты и участники НИШ-2024. Мы представляем наш проект «Исследование и оптимизация генерации газа Брауна в щелочном электровизоре с применением солнечной энергии». Таким образом, цель проекта – это оптимизировать и исследовать процесс генерации газа Брауна в щелочном электровизоре с применением солнечной энергии. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи. Объектом исследования нашей работы это собственно, сам электровизор с раствором гидроксида, щелочи, и солнечная электростанция, построенная нами в предыдущих сменах Ямиш. Электролиз – это окислительно-восстановительная реакция, которая протекает на электродах и основана на пропускании электрического тока через раствор или расплав. Не менее важными участниками электролиза являются электроды. Катод – это отрицательно заряженный электрод, который притягивает к себе положительно заряженные ионы, а анод, наоборот, является положительно заряженным электродом и притягивает к себе отрицательно заряженные ионы. А электролиз – это основная часть электролизной установки электрохимического устройства, используемого для проведения электролиза. Он состоит из электролитической ячейки, в которой происходит, собственно, разложение химических соединений под воздействием электрического тока. Существуют различные виды электролизеров, но у всех у них есть 4 основных компонента. Это анод и катод, электропроводящий корпус
и трубки для проведения электролита и результатирующих в процессе реакции веществ. Вид нашего электролизера сухой. Сборка. Мы сперва все порезали, собрали и подключили шланги. Вот получился электролизер. Дальше. И стоимость электролизера получилась не очень большой. На слайде показано, на что ушло большие затраты. Да, дальше. Для сбора данных было использованы показанные технологии приложения сайта. И было собрано более 10 тысяч строк информации, каждая с интервалом 15 минут. В каждой строке были дата, температура, код погоды, ВМО, влажность, коротковолновые, прямые и рассеянные солнечные лучи. Дальше. По этим данным было построено 4 графика конца каждого месяца. Было выбрано по одной неделе интервал в селе Чапаево. Дата, время выбранных, для графиков показано на слайде. Дальше. Мы продолжили проект прошлого года. Она включала в себя панель и коробку преобразователей. Готовый преобразователь состоял из таких частей, как батарейки, контроллер заряда, инвектор, преобразующий постоянное напряжение 12 вольт в 220 вольт переменного. Сборка изготовления панели состояла из 3 этапов. Это соединение элементов электростанции. Второй этап – это сборка солнечной панели. И третий, заключительный этап – подключение солнечной панели к потребителю. На данном слайде показана вольтамерная характеристика. Сверху графики зависимости силы тока от напряжения при разных нагрузках. За 3 дня в течение дня. И мощность снизу и с верхней стороны графика. Также мы рассчитали КПД. Он составил 10,5%, то, что в 2 раза меньше заявленного. И итоговая стоимость солнечной электростанции составила 20 тысяч рублей. И срок окупаемости 4,5 года. В течение исследования мы использовали следующую аппаратуру. В качестве источника питания был использован лабораторный блок питания Longway. Для измерения температуры был использован тепловизор с термом, подсоединенный к планшету. Для исследования щелочи был использован микроскоп микромет. Для измерения инструментов был использован штугенциркуль. Для измерения массы реагентов был использован настольный Вестейл-хаус. Дальше. Приготовление раствора. Раствор имеет значение в электролизере. Если бы не было раствора, то электролизер бы не работал. Перед вами видна формула концентрации раствора. Значит, масса калия OH, деленная на всю массу, то есть масса воды плюс масса калия OH. И внизу представлен график переноса тока раствором натрия OH в зависимости от концентрации. Показатели увеличиваются из-за того, что у ионов большее расстояние, чтобы двигаться, и из-за этого электропроводимость растет. А показатели уменьшаются из-за того, что ионы перенасыщаются. Вот. Дальше. Расчет КПД. На слайде показан краткий расчет, то есть вывод формул. В этом слайде показан К, это коэффициент, показывает, сколько энергии нужно, чтобы получить 1 моль водорода. Если подставить
наши значения, то получится около 290 килоджоулей на моль. Это очень даже адекватные значения. Дальше. И вот, собственно, формула, по которой мы считали КПД. Слева это условия и разные постоянные, а справа это то, что мы изменяем и сами измеряем. Дальше. Дальше графики. Сверху показано КПД в зависимости от мощности, снизу сила тока от напряжения. Видим, что нижние графики почти идентичны, а для разных концентраций калия OH они и вовсе почти совпадают. Это является подтверждением нашей теории. А сверху мы видим для разных концентраций калия OH КПД примерно остается равным, но для 15% он лучше. А для натрия OH, возможно, это ошибка. И нам следует заново это все сделать. Но мы не успели. Дальше. В ходе работы над исследованием мы получили следующие результаты. Перед вами представлен график скорости получения водорода литр в минуту в зависимости от мощности ватта. Представлены линейные функции электролитов с различными концентрациями щелочи, а именно 15% гидроксид натрия, 15%, 20% и 30% гидроксиды калия. Об анализе результатов вам расскажут далее. Рассмотрев вышеперечисленные графики, можно заметить следующее. Для кратковременной работы электролизера мощностью до 300 Вт, оптимальная концентрация растворов щелочи 15-20% при температуре 35 градусов по Цельсию. При температурах до 70 градусов предпочтительнее концентрация 30%. Скорость подачи водорода увеличивается линейно с ростом подаваемой мощности. При оптимальной работе электролизера минимальное напряжение для каждой пластины это 1,7 вольт. КПД 15% раствора гидроксида натрия около 70%. КПД для раствора гидроксида калия достигает около 40%. То есть необходимо более точно повторить измерение КПД для раствора гидроксида натрия. Можно также заметить то, что электролизер достаточно всего 2,5 квадратных метров солнечных панелей. В заключение, мы оптимизировали процесс генерации газа Брауна в щелочном электролизере с использованием солнечной энергии. И у нас получились следующие выводы. Мы изучили и подготовили методичку по щелочному электролизу, которую вы можете прочитать на ваших столах. Разработали прототип щелочного электролизера и оптимизировали производство газа Брауна. Подключили портативную солнечную электростанцию и оценили потенциал использования ее солнечной энергии. Также мы провели электрофизические измерения и верно рассчитали КПД, который стал равен от 40 до 50%. И наши дальнейшие планы – это промышленный электролизер. В отличие от нашего прототипа, он имеет продувку, собственный фильтр воды, фильтр раствора и большие контейнеры для газов. А также мы предлагаем выпустить методичку по электролизеру. Дальше. Тьютор воедино клиент это еще даже. Вопрос. Тьютор занимался, да, всеми экспериментами? Вы просто смотрели, да, или как? Мы делали все расчеты, а все опасное... Он делал? Да. Вы не пострадали? Нет, все хорошо. Мы работали в перчатках и под вытяжкой. Так что все хорошо. А также мы еще сами собирали электролизер и солнечную станцию, которая тоже в прошлом году была. А как вы знаете, что в прошлом году она была? Вы участвовали? Некоторые участники, например, 4 участника в том году, они участвовали, и они сами собирали.
понравилось. Интересно. Водород, расщепление — это уже вещь очень важная. Просто сейчас это все занимаются повышением коэффициентов, да? Потому что энергии порой тратится больше, чем ну, вот как получается. Сейчас мы проверим, кто быстрее режется. Банка от панты. Ну, что-то уже дым идет, это уже говорит про энергию. Запах стоит. Ну вот, водородная энергия — это энергия будущего. Это, конечно, очень хорошо. Этого нужно понимать. Коэффициент КПД, конечно, не 0%. У нас довольно много. Так, все-таки вы как между собой распределялись в деталях? Можете сказать? Ну, ассистент, понятно, самое опасное выполнял. Вот вы говорите расчеты. Можете детально сказать, кто что делал? Ну, не сам, а кто-то один рассказывает. Эти делали то, это то. Хорошо. С самого начала мы решили распределить роли, чтобы максимально эффективно использовать оставшееся время. Хочу отметить наших химиков, то есть, получается, это у нас Мичия, Эдита и также Санян. И также он является физиком. У нас также были просто физики, которые как раз-таки рассчитывали КПД не только, и которые также собирали электролизер. То есть это у нас Ниргун, Алик, Джулур и также Санян тоже можно считать. И также у нас был программист, который как раз-таки отвечал за спутниковые данные. Вот, Артем. Спутниковые данные, так, конечно, вам были нужны, но он так не основной, да, все-таки? Потому что это, что спутник-то, как бы, особо сильно. Вот объясните, спутник, я видел, что там взяли данные, но настолько они были важны, что ли, для вот этих анализов. Передаю слово Артему. Здравствуйте, я вот отвечал за спутниковые данные. Я думаю, что они довольно-таки важны, потому что можно предугадать, сколько энергии в какой день можно узнать. Сейчас слайд переключат. Вот, по этим графикам можно сопоставить, в какие дни, в какое время оптимально солнечные панели могут работать и сколько они энергии могут выдавать. Здесь графики ватт на метр квадрат, а снизу это просто точки интервалов. То есть, ну, в общем, это графики на 7 дней предсказывают, которые в конце каждого месяца, вот 4 месяцев. И как видно, в некоторых моментах там ватт на метр квадрате меньше обычного. Это явно из-за плохой погоды, которую тоже мы предсказываем в будущем. То есть тоже со спутников данные собираем и предсказываем это. Какие дни лучше всего работать с солнечной панелью? Переключитесь на технологию. Вот. Мы использовали Python, я на нем программу написал, которая с открытых источников собирала данные, то есть с интервалом 15 минут каждая. Мы это все в таблице сохранили и после использовали для графиков. Спасибо. А у меня вот такой комментарий просто, да. Я бы хотел отметить ребят. Вообще спасибо за презентацию. Отлично подготовили материалы, наглядно показали. И отдельно хотел бы отметить дизайнера презентации.
Очень круто. Мне понравилось. Ну, я просто из научной сферы, поэтому... Вот, и еще самый главный тоже плюс, да, что посчитали бюджет, как бы, ну, со стороны, например, инвестора или спонсора, очень понятно, да, как бы готовый продукт уже, готовы предлагать, да, там, защищать, вот, и так далее. Но вот вопрос тоже такой, возможно, глупый вопрос, но все-таки задам. Какое вот практическое применение, ну вот помимо вот того, что да, производит энергию, да, это, как понял, кислород, ну где это вообще применить газ? То есть как бы готовые продукты. Вот водород можно использовать как топливо, то есть как его вот это, то есть вместо, в общем, как переносное топливо, можно сказать, использовать, его перевозить. И чтобы... Как азот, да? Я просто перед приездом сюда гуглил, что такое газ, да? И там выводило, вот, ну, помните в фильмах там «Форсаж» и так далее, там азотный же есть? Вот это, да, газ или нет? Нет, другой. Получается, водород используется в двигателях внутреннего сгорания. Также водород может использоваться в порошковой металлургии, как раз таки это запчасти. Также водород используется для создания искусственных драгоценных камней. И также его используют для оптического кварца. Также могу отметить то, что водород в принципе сам по себе является очень безопасной зеленой энергией. И как раз таки, как уже отмечали, водород — это энергия будущего. Разные люди используют водород и создают, так сказать, машину на воде. То есть это машина, которая как раз-таки ездит на водороде. Также есть множество применений водорода как в атомной энергетике, так и, например, в различных космических технологиях. Кто-нибудь хочет дополнить мой ответ? Я могу дополнить, что электролиз – это самое экологичное получение водорода. То есть, хоть и электролиз требует много энергии, но оно не выделяет углекислый газ. То есть тут еще история про экологию, да, у нас есть? Да. Отлично. Хорошо, спасибо. Спасибо ребятам за увлекательный проект. Теперь приглашается проект «История развития рельефа долины Эркени. Среднее течение реки Лены». Тютор Лыткин Василий Михайлович, кандидат географических наук, старший научный сотрудник лаборатории общей географии Института мелиоратоведения имени Петра Ивановича Мельникова, и Щепанова Есения Адлановна, ведущий инженер лаборатории общей географии Института мелиоратоведения имени Петра Ивановича Мельникова. Готовится проект «Когнитивная этнолингвистика, связь языка и мышления». Добрый день, уважаемые гости и участники и эксперты Якутской межрегиональной исследовательской школы. Разрешите представить наш проект «История развития рельефа долины Эркени. Среднее течение реки Лены». В составе работали Эрик, Толя, Богдан, Арсен, Саша, Семенов, Ваня, Женя, Ефремов, Ваня и Никита. Тьюторы, которые работали над проектом: Щепанова Есения Адлановна и Лыткин Василий Михайлович. Актуальность исследования обусловлена происходящими современными изменениями климатических параметров Арктики и субарктики, отражается в усилениях флювиальных экзогенных геологических процессов, что приводит к видоизменению русла и долины водотоков. Повышение водности водотоков отражается в частоте крупных наводнений и усилении боковой эрозии. Для прогноза современных процессов нужно понимать о ранних обстановках среды осадка, накопления. В связи с этим мы поставили цель выявить закономерность строения аллювиальных отложений пойменно-русловых комплексов реки Лена в пределах долины Эркени и детализация хронологии и условий формирования террасового комплекса. И 5 задач, которые вы видите на экране. Территория исследования расположена в Хангаланском районе, восточной ее части, Республики Саха-Якутия. Данный административный район
расположен в Приленском плато и в долине реки Лена, ключевой участок долины Аркяне. Янсель расположены на левом берегу Лены между Табагинским мысом на севере и городом Покровск на юге. Одна из 3 издревле заселенных людьми долин в центральной Якутии и самая южная из них. Глубина долины 100 метров, длина 40 километров, ширина 4-6 километров, площадь 160 километров в квадрате. Вот вы на экране видите долину Аркяне. Можете заново? Да. Климат континентальный. Например, в январе вы видите температуру минус 40 градусов, а летом плюс 19 градусов. Также осадки. Осадки начинаются от 100 мл до 350 мл. И население Хангаласского улуса равняется около 34 тысячам человек. И большая часть живет в исследовательском участке. И я хотел бы рассказать про методы исследований. Сантиметрический метод исследования основан на глубоком изучении рельефа с помощью террас, и геометрический анализ проводится с помощью силового метода. Геометрический анализ определяет коэффициент оказанности с помощью оптического микроскопа. Съемка местности описывает формы рельефа и ландшафтов. Первый разрез был вскрыт на террасном уступе с абсолютной высотой 95 метров. Вскрыт в 3 секциях с общей мощностью 5,8 метров. Здесь отобрано образцов на различные виды анализов, проведена его документация. Сверху вниз в сантиметрах, от 0 до 120 почвенно-растительный горизонт сильно цементированный, от 120 до 380 переслои серых песков с темным альвитистыми песками и альвитами. Здесь встречаются для песков волнистая, параллельная, тонко-волнистая и линзовидная слоистость с пятнами ожелезнения для альвитистых песков и альвитов. Линзовидно волнистая и параллельная слоистость с линзами органики от 300 до 500. Серые пески с косо-перекрестной слоистостью с пятнами ожелезнения и линзами левомандатрита в косой слоистости в нижней части размерно зерен увеличивается. Встречаются отдельные гальки диаметром до 1 сантиметра. Гранометрический анализ показал, что размерность зерен горных пород увеличивается сверху вниз до косослоистых песков с глубины 3 метра 80 сантиметров. Они имеют среднезернистый состав, коэффициент окатанности увеличивается сверху вниз. В косослоистость песках окатанность увеличивается. Разрез второй скрыт на террасовом уступе с абсолютной высотой 92 метров. Скрыт из 2 секций с общей общностью 4,6 метров. Здесь оборудовано 20 образцов, но на различные виды анализов проведения его документации от 0 до 110 почвенная растительность, горизонт в нижней части цементированная от 110 до 2 метров. Переслаивание серых песков с темным альвитистым песком. Альвисты здесь встречаются для песков, параллельный список слотового
волнистого и линзовидного слоиста. Здесь наблюдается псевдоморфоз с мощностью 60 сантиметров, от 2 метров до 460 сантиметров. Переслаивание серых песков с аллельвитами, с волнистыми и флуоритами слоистыми. Здесь наблюдается включение органиков в виде отдельных остатков древесных растительностей, внелевого гидриты и линз. Для аллельвитических песков наблюдается ряд течений. Третий разрез скрыт на пойме с абсолютной высотой 89 метров. Скрыт в 2 секциях с общей мощностью 3,6 метров. Здесь отобрано 20 образцов на различные виды анализов. Проведена его документация. Сверху вниз сантиметров. От 0 до 62. Почвенно-растительный горизонт с современными корнями деревьев и трав. От 62 до 290. Переслаивание серых песков с аллельвитистыми песками и аллюритами. Для песков наблюдается пологоволнистая, линзовидно-волнистая и прерывисто-косоволнистая слоистость. В нижней части горизонта наблюдается более мощный слой аллюритов до 30 см с тонкими прослоями и линзами органики от 290 до 360. Серые пески с перекрестно-косослоистые с единичными включениями гальки и гравия. Здесь в косых сериях встречаются линзы органического материала. В результате гранометрического анализа выявлены однородные размеры, показаны мелкозернистость и небольшое количество аллеврита. В результате высотной съемки с помощью использования GNSS были выявлены три профиля. В результате высотной съемки с помощью GNSS и геоморфологических наблюдений получены характеристики абсолютных высот. Профиль АБ построен на поверхности террасового уступа с высотой от 91 до 97 метров. Профиль СД построен на поверхности террасового уступа с высотой от 86 до 96 метров. Профиль FG пересекает современную протоку и поверхность поймы. Высота варьируется от 86 до 92 метров. Средняя высота составляет 88 метров. В результате этого на высоте выделены два террасовых уступа и высокая пойма. Полученный вывод выражен на экране. Спасибо за внимание. Можно на выводы? На выводы чуть-чуть. Выводы обратно можно? Нет. Да, вот у вас, вы пишете, что радиоуглеродный анализ. А я что-то не заметил, где он, или это вы в перспективе будете? Вы писали вначале для радиоуглеродного анализа. Это очень дорогое удовольствие. Радиоуглеродный анализ возможно. Последующий. Еще у вас очень много терминов. Мне просто интересно, что такое детрит, псевдоморфоз, пологоволнистая слоистость и косоволнистая слоистость. Терминов действительно очень много, и некоторые из них запутываются даже опытные геологи. Тут в терминах приведены описания скрытых разрезов. Описание кто делал? Описание делал на
наша руководительница Есения Атлановна. Понятно. Надо на будущее просто интересоваться, потому что это же важно. А вот, значит, гранулометрия, коэффициент доказанности, как вы определяли? Два параметра. Коэффициент доказанности мы определяли тем, что мы отбирали пробы с каждого разреза, потом смотрели их через микроскоп и определяли тип песка. Какой песок? От 0, 1, 2, 3, 4. 0 это совсем бесформенный песок, а 4 это вот такой вот более круглый. А гранулометрия наверху? Гранулометрический анализ проводили тем, что проводили песок через сито и... Продолжит Богдан. Ну, еще можете повторить вопрос? Ну вот, как определяли гранулометрический анализ? Мы сперва брали анализы из расчисток, а потом их сушили и через вот такое сито проводили их вниз. И в основном там были от 0,1, не меньше 0,1. А если 0,1, то это вообще мелкий песок был. Не, вы прогоняли через сито, а потом что делали? А потом мерили на весах, сколько их. Взвешивали, да? Да, взвешивали. Мы 50 грамм взвешивали, из них в основном 47-48 это мелкозернистый песок, да, а остальные это немножко такие, 2-3 грамма крупных немножко песка. Еще один вопрос. Вот вы вот эти диаграммы каким образом строили? На таблице Excel строили. А потом что делали? Перенесли презентацию. Нет, это понятно. Перенесли. В Excel как это вставка диаграмм, каким образом это сделали? Сначала мы проводили анализы, конечно же, потом записывали их на свои тетради, потом переносили в таблицу Excel и вот на презентацию, что показать вам. Нет, я спрашивал, как они создавали в Excel, просто это владеют ли они и каким образом это составляли. Потому что вот даже вот так это сформировать, это тоже целое дело. Не все в академических институтах быстро это делают. Ну, молодцы. Мы максимально подробно попытались это сделать. Конечно, это делается не быстро, но вот тут представлены хотя бы примерные результаты наших анализов. Вопрос. У меня вот вопрос конкретно к мальчику, который стоит возле паука и миши. Скажите, пожалуйста, вот самый последний участник вашего проекта, вот вопрос такой, чем вы лично занимались в данном проекте, в чем заключалась ваша функция? И второй вопрос, скажите, пожалуйста, своими словами, в чем заключается актуальность этого проекта? Вот на решение какой проблемы направлен этот проект? Спасибо. Мы всем коллективом копали. Спасибо огромное, потому что это реально дружина, да, настоящая такая мужская. Я хочу за Ивана сказать, и Ваня нам очень помогал, он помогал в раскопках, проводил записи всяких анализов. Ну, мы всем большим своим дружным коллективом работали, и мы все вообще вместе делаем все. Спасибо вашему коллективу. Можно попросить буквально 5 минут перерыва, да? Можно, да? 5 минут перерыва сделаем. Спасибо большое. Ребята, объявляется перерыв на 5 минут. Этнолингвистика, связь языка и мышления, тьютор Павлов Степан Степанович,
младший научный сотрудник Международной научно-исследовательской лаборатории «Лингвистическая экология Арктики» Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Готовится проект разработка моделей на основе человеческих клеток для оценки цитотоксичности лекарственных препаратов. Добрый день, уважаемые эксперты и участники ЕМИШ. Разрешите представить нашу работу по теме «Концепт якутский язык Сахатала. Сознание носителя языка». Коротко о проекте. В проекте научной школы по когнитивной этнолингвистике связи языка и мышления принимало участие 8 человек. В рамках школы были изучены основные понятия когнитивной лингвистики. Были теоретически осмыслены труды по общему языкознанию и отдельных ее направлениях. Когнитивная лингвистика, этнолингвистика и когнитивная этнолингвистика. Мы знакомились с такими электронными базами научных трудов, как eLibrary и Кипр-Ленинка. В рамках научной школы было проведено научное исследование по когнитивной лингвистике. Для проведения исследования была отобрана методика исследования и подготовлена анкета для проведения ассоциативного эксперимента. Ассоциативный эксперимент предполагал сбор лингвистических данных участников ЕМИШ, а также других учеников школ районов РСЯ. Какие же были сложности? Во время практической работы возникли некоторые затруднения с нашими респондентами. Мы столкнулись с неготовностью некоторых участников ЕМИШ к участию в ассоциативном эксперименте. Также сложность исследования состояла в том, что некоторые респонденты неправильно понимали суть самого эксперимента. Составляя теоретическую часть исследования, наша команда столкнулась с проблемой по анализу и высчитыванию большого объема данных. Тем не менее, мы с этой проблемой справились. Основным объектом изучения когнитивной лингвистики является концепт сознания человека, который может быть репрезентирован языковыми средствами. Простыми словами, через призму языка нами была предпринята попытка проникнуть в тайны человеческого мозга. Актуальность нашего исследования обусловлена выбором одного из важнейших концептов якутской лингвокультуры. На фоне происходящих процессов глобализации и урбанизации особое внимание следует уделять когнитивной составляющей языка, то есть исследовать язык в его тесной взаимосвязи с сознанием его носителя. Цель исследования – смоделировать содержание концепта якутский язык, сахатала языком сознания носителя языка. Задача – определить сущность термина концепт языкознания, провести ассоциативный эксперимент среди учеников средних и старших классов, систематизировать и проанализировать полученные данные, сопоставить содержание концепта якутский язык, сахатала и русский язык. Объектом исследования выступает концепт якутский язык, сахатала в сознании носителя языка. Предметом исследования выступает содержание исследуемого концепта. Материалами исследования выступили реакции, полученные в ходе ассоциативного эксперимента. Ассоциативный эксперимент проводился очно и дистанционно среди школьников Республики Саха-Якутия. Всего в эксперименте приняли участие 106 человек, носителей якутского языка. Методика исследования составлена на основе традиционных для когнитивной лингвистики методов и подходов. В нашем исследовании применены методы ассоциативного эксперимента, метод интервьюирования, методы когнитивной интерпретации и полевый подход. Когнитивная лингвистика. Что же такое? Это актуальное на сегодняшний день направление в языкознании. Когнитивная лингвистика рассматривает язык как когнитивный инструмент, как систему знаков, который закодирует та или иная информация. Объектом исследования когнитивной лингвистики является понятие концепта. В научной литературе существует множество определений и подходов понимания сущности термина концепт. Нами был проанализирован достаточный объем теоретической литературы, чтобы понять сущность термина концепта языкознания. Ученые-лингвисты единого мнения, что концепт — это сложное мысленное образование, которое может быть воплощено в жизнь через язык. Вопрос об определении термина концепт по сей день является дискуссионным. Однако в данном исследовании мы вслед за авторами антологии концептов понимаем под концептом основную единицу сознания, имеющую репрезентацию или вербализацию языковыми средствами. Концепт имеет различные типы, которые возникают на уровне их структурной организации и среды ее существования. Выделяют такие типы концептов, как фрейм, схема, сценарий, гештальт, инсайт, картинка и так далее. Типология концепта также строится на основе сложности тех или иных ментальных образований. Ученые выделяют простые и сложные концепты, индивидуальные и общечеловеческие. В нашем исследовании мы исследуем такой тип концепта, как концепт языковой картины мира. Под языковой картиной мира мы понимаем представление носителя языка о действительности, выраженные средствами этого языка. Языковая картина мира определенного этноса можно исследовать через призму языковой личности.
По безработице мы понимаем любого носителя того или иного языка. В данное время в научной литературе изучены следующие концепты языкового сознания носителя якутского языка. Огонь, вод, дерево, масс, солнце, алас, культура, харах, хэптенес, жел, традиция, вино, аргы, луна, творчество, дом, джех, хом, хаос, дружба, жилха. В области когнитивной этнолингвистики, как уже сказано ранее, мы исследуем содержание концепта якутский язык Сагатла, его тесные взаимосвязи с этносом. Для того, чтобы понять, каким предстает концепт якутский язык Сагатла, в языковом сознании носителя якутского языка был проведен ассоциативный эксперимент. В результате ассоциативного эксперимента были подвергнуты когнитивной интерпретации. Когнитивная интерпретация является важнейшим этапом при исследовании любых концептов лингвокультуры. Под когнитивной интерпретацией можно понимать обобщение всех реакций по принципу их сложности. В рамках ассоциативного эксперимента было собрано 106 анкет, которые состоял из 9 вопросов. Как выглядит анкета, вы можете посмотреть на экране. Все участники ассоциативного эксперимента являются школьниками средних и старших классов РСЯ. Вопросы, касающиеся русского языка, были добавлены в анкету в связи с тем, что особенностью носителей якутского языка является их билингвизм. Билингвизм – распространенное языковое явление в Республике Саха-Якутия, где человек одновременно разговаривает на 2 языках. В данном случае русский и якутский. Вопросы, связанные с будущим русского и якутского, включены в анкету с целью понять, как респонденты видят или хотят видеть свой родной язык и второй язык в будущем. Подавляющее большинство респондентов делают оптимистичные прогнозы касательно родного и второго языка. Среди опрошенных 64 определили свой уровень владения родным языком на высоком уровне. 30 опрошенных определили свой уровень с некоторыми затруднениями, 3 со значительными, 5 не понимают, но не говорят, 2 знают только отдельные слова, 2 респондента совершенно не владеют языком. Уровень владения русским языком 72 респондента определили как совершенный. 34 респондента владеют затруднениями. Данные, полученные в ходе ассоциативного эксперимента, были применены для построения содержания концепта якутский язык Сахатала в языковом сознании носителей. Содержание концепта структурировано и имеет 4 зоны. Ядерная зона, зона ближней или околоядерной, дальней и крайней периферии. Ранжирование когнитивных признаков концепта по этим зонам происходит по степени их яркости. В нашем исследовании степень яркости когнитивного признака зависит от количества реакций. В ядерной зоне концепта якутский язык Сахатала расположился когнитивный признак – это часть культуры. В ближней периферии расположились признаки родной язык, связан с малой родиной. В дальней периферии размещены когнитивные признаки национальной идентичности, связан с учебой. А в дальней периферии находятся такие когнитивные признаки, как семья, любовь, красивость, сложно о нем говорит мало людей, необычные, богатые, хорошие жизни. Смоделированное содержание концепта показало, что чаще всего носители якутского языка определяют свой язык как неотъемлемая часть их культуры, о чем говорит размещение когнитивного признака «это часть культуры в ядерной зоне». Данный когнитивный признак выражается реакциями, относящимися к разным элементам культуры якутов. Устное народное творчество, национальные праздники, национальные музыкальные инструменты, одежда, знаменитые писатели, национальная кухня. В периферийной зоне разместились когнитивные признаки родной язык и связаны с малой родиной. То, что в содержании концепта имеется когнитивный признак родной язык, является очевидным, поскольку для опрошенных якутский язык является элитажным, то есть родным языком их предков. Размещение когнитивного признака, связанного с малой родиной, в околоядерной зоне говорит о том, что естественной средой якутского языка является Республика Саха-Якутия. Также в содержании концепта в его дальней периферии выделяются такие когнитивные признаки, как национальная идентичность. Наличие данного когнитивного признака говорит об осознании респондентами своей национальной идентичности, которая вербализована через такие реакции, как национальность, народ Саха, Саха-Джано, Саха и так далее. Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на активные процессы глобализации и урбанизации у респондентов, сохраняется осознание своей национальной идентичности. В содержании концепта также содержится когнитивный признак, связанный с учебой. Данный когнитивный признак появляется, по нашему мнению, вследствие жизненного опыта респондентов, который возник в ходе обучения в школе. В крайней периферии разместились наименее яркие когнитивные признаки. В крайней периферии выделяется такой когнитивный признак, как красивый. Некоторые респонденты отмечают красоту родного языка, который вербализуется такими словами, как эстетика, красивый, классно, красивый язык.
Для уточнения содержания концепта «Якутский язык» Сахатла были собраны дополнительные лингвистические данные. Эти данные также получены в ходе ассоциативного эксперимента, в рамках которого респонденту предлагалось отреагировать на стимулы «Якутский язык сегодня», «Якутский язык завтра». Из 106 респондентов 21 респондент отмечает, что якутский язык сегодня имеет негативную тенденцию распространенности и в будущем скорее может исчезнуть. Остальная часть респондентов имеет оптимистичное видение якутского языка в будущем. Некоторые респонденты отмечают, что в перспективе якутский язык станет намного востребованнее и не будет забыт носителями. Поскольку респондентами выступали билингвы, то для уточнения содержания концепта «якутский язык» были также собраны лингвистические данные о концепте «русский язык». Наиболее ярким когнитивным признаком концепта «русский язык» является признак «относится к России». Образ пространственного стимула «русский язык» в сознании носителей якутского языка расширяется, о чем говорят такие реакции, как «Россия», «Москва», «Географическая карта», «Россия», «Большая страна», «Страна». Данный когнитивный признак вербализован также словами «Красная площадь», «Кремль», «Российский триколор», «Якутск», «Земляками» и другие. В ядерной зоне выделяется когнитивный признак части русской культуры, что имплицитно указывает на осознание респондентами своей национальной идентичности. Русский язык в сознании носителей якутского языка является частью русской культуры и вербализован чаще всего такими словами, как «Пушкин», «Матрешка», «Блины», «Масленица». В ближней периферии концепта «русский язык» разместился когнитивный признак, связан с учебой. Отметим, что аналогичный когнитивный признак обнаружил содержание концепта «якутский язык», однако в структуре концепта «якутский язык» данный когнитивный признак имеет меньшую степень яркости. Интересным в содержании концепта «русский язык» в сознании носителей якутского языка является наличие когнитивного признака «второй язык». В структуре концепта «русский язык» выделяются такие оценочные признаки, как сложный, великий, богатый и красивый. Наличие содержания концепта когнитивного признака «город» также является интересным, хотя этот признак достаточно слабо выражен. Мы предполагаем, что наличие данного когнитивного признака связано с тем, что в Республике Саха-Якутия естественной средой существования русского языка является именно городская среда. Для уточнения содержания концепта «русский язык» были собраны дополнительные лингвистические данные, реакции на словосочетания «русский язык сегодня» и «русский язык завтра». Анализ этих реакций показал, что подавляющее большинство опрошенных имеет оптимистический прогноз на будущее русского языка. 28 респондентов из 106 выражают уверенность в том, что русский язык станет языком международного общения наравне с английским. 63 респондента уверены в устойчивости русского языка и что они подвергнут угрозе исчезновения. 2 респондента выражают беспокойство в связи с тем, что русский язык может совместить другие языки. Если сравнивать, то прогнозы респондента касательно русского языка являются более оптимистичными, чем у якутского. Заключение. Проведенная в рамках научной школы исследование показало нам, каким образом концепт может быть выражен через язык. При исследовании концепта «якутский язык» Сахатла языков сознания билингвов родной язык чаще всего воспринимается как основа культуры. Это объясняется размещением когнитивного признака этой части культуры. В ядре исследования концепта якутский язык был связан с образами малой родины, служа как неотъемлемый элемент национальной идентичности носителей языка. Респонденты становятся проблемы, связанные с утратой родного языка, однако подавляющее большинство респондентов оценивает будущее состояние родного языка с положительной точки зрения. Русский язык воспринимается опрошенным как второй язык. Также русский язык в сознании опрошенных респондентов выступает как элемент русской культуры и воспринимается как основной язык России. Некоторые респонденты выражают уверенность в том, что русский язык станет в будущем более распространенным и станет вторым после английского языком международного общения. Проведенное исследование имеет перспективы. В целях уточнения содержания исследования концепта можно привлечь большое количество респондентов носителей русского языка. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо большое за такое содержательное выступление по вашему проекту. Но тем не менее, вот у меня возникают такие вопросы. Выбор 106 респондентов, да? Чем был обоснован? Вы заранее перед выбором респондентов задавали для себя какие-то параметры, что он должен быть обязательно носителем якутского языка, какие-то возрастные, может быть, характеристики и так далее? Ну, спасибо за вопрос. Мы рассматривали это как респондентов, которые вот являются участниками ЯМИШ, то есть чтобы мы могли проводить очное интервью. Так как в ЯМИШе участвуют только средние и старшие классы, мы решили брать именно эту возрастную категорию. Что насчет носителей, мы решили взять именно носителей, потому что мы в Якутии Саха, да? То есть все респонденты, они являются носителями якутского языка. Также... Все говорят на якутском языке? Нет, есть люди, которые имеют небольшие затруднения.
К примеру, у нас есть гости из Забайкальского края, и мы решили проверить это. И вот по вопросам у вас было подготовлено заранее 9 вопросов, да, которые были включены в вашу анкету. Вот так, ваш родной язык, степень владения якутским языком. Вот вопросы анкеты вы сами придумали или взяли уже из имеющихся социолингвистических анкет? Да, мы взяли вопросы, исходя из уже научных работ, и взяли именно интересующие нас вопросы, именно связанные с ассоциациями. И вот самая такая часто у вас реакция вышла по якутский язык как часть культуры. Можно вот к этому слайду, пожалуйста? Это часть культуры, да, предыдущий слайд. Вот здесь меня интересует такой вопрос. Носитель, ребенок, который свободно владеет на якутском языке, да? Это вот как бы один респондент. Есть второй респондент, ребенок, который не владеет якутским языком. Вот сравнивали ли вы ответы вот этих двух категорий респондентов? Насколько они отличаются? Для носителя якутского языка якутский язык выступает как часть культуры или как? А для носителя, допустим, для неносителя якутского языка? Какая реакция выходит на передовую позицию? Вот с этой точки зрения вы проводили анализ, было бы интересно тоже посмотреть, насколько они отличаются. К сожалению, мы не проводили такое сравнение, но нам бы хотелось очень в будущем, да, посмотреть. Да, в будущем. Ага, и по русскому языку, да, вот это очень хорошо, что с учетом как бы языковой конкуренции вы также посмотрели содержание концепта русский язык, да, то есть как наши ребята, как наша молодежь сегодня относится, да, к русскому языку и как мы можем посмотреть отношение ребенка через призму языка. Вот надо было, мне кажется, еще посмотреть, насколько отличаются ответы на две разные реакции. То есть я так поняла, что якутский язык, по якутскому языку у вас наиболее частая реакция – это часть культуры, да? Якутский язык – часть культуры, а по русскому языку у вас выходит совсем другая реакция. То есть русский язык, я так поняла, это часть страны же, да? Можно вот перейти? Относится к России, да. Вот. Что вы можете ответить? Ну, так как почему вот такая реакция вышла? Что выше и что авторитетнее? Якутский язык как часть культуры или все-таки якутский или русский или язык как часть России? Хорошо, как ранее мы говорили, якуты являются билингвами, то есть у нас есть два родных языка, и я думаю, что так получилось в честь культуры. Это из-за того, что вот мы более являемся близки к якутскому языку, а к русскому мы скорее относимся как к международному, скорее всего. Спасибо за вопрос. Русский язык как часть России – это нечто чуждое для носителя языка или как? Нет. Или культура ближе? Вот меня вот этот вопрос интересует. Вот вам надо было в выводах про это тоже отдельно, наверное, написать, или как бы, если вы планируете в дальнейшем продолжить, да, этот проект, вот над этим вопросом тоже надо будет продумать. Ага, спасибо. Хорошо, спасибо. У вас вначале есть там понятие фрейм, сценарий, термины. Называете, да? Да, это типы концептов. Вот, да, это типология концепта, да. Вы не рассматриваете, а вот дальше у вас есть публикации авторов по концептам. Вот здесь вы смотрели образцы для сравнения. Просто меня интересует перспектива вашей работы, у вас очень много. Вы могли бы, базируясь на этих, уже начинать работать уже по тем типологическим элементам, которые вы сформировали. То есть, да, вот здесь отдельные слова или еще что-то, а язык — это сложная вещь. Просто как в качестве пожелания, чтобы вы разобрались в этих терминах, потому что это важно. Ну и понятно, что пока объем выборки у вас маленький, поэтому даже сравнивать носители и не носители это сложно, потому что там
количество разное. Вам нужно набрать определенный контингент, да? А с другой стороны, мне кажется, то, что они взяли вот такой детский контингент, это же хорошо. То есть они могут писать конкретно по детскому, а концепт уже взрослых, это может их не очень сильно интересовать. То есть здесь есть перспектива изучения, видно, что уже изученные концепты, если изучите, это будет вообще довольно интересная вещь. Ну и как бы значит, Google формы это вещь вечная, то есть если вы это уже отработали эти все анкеты, и они, как я понял, что уже по аналогии с другими составлены, то сейчас нужно просто массовая реклама и некие просьбы, рассылки, чтобы отвечали. Ну, единственное, как можно проверять, человек отвечает объективно или от балды? Вот это тоже, наверное, вещь такая. Ну, есть же люди, которые тяп-ляп отвечают на все эти Google формы. Но таких респондентов как вы распознаете? Возможно ли это? Нет, понятно, здесь когда подбор идет, когда подходит, а вот Google форма, как-то вам нужно тоже подумать и посмотреть, как у других. Да-да, у них Google форма тоже есть. Нет, вы же в Google форме анкеты рассылали, у вас есть куча респондентов за пределами, да? Да. Вот. Ну, мы это тяп-ляп вопросы отсеивали и брали именно самые интересующие нас термины. Вот у меня спрашивают, как вы отсеивали? Ну, бывают такие, что типа вообще несерьезные, типа точка, да, или есть люди, которые вообще не отвечали. Вот мы понимали, что вот, ну нет, это нам никак не поможет. То есть, получается, вот, пожалуйста, тогда пишите 37 респондентов, которые вы вот посчитали, и еще там 50 тяп-ляп товарищей тоже могли быть. Объем выборки покажите. На мой взгляд, это было бы хорошо. Вот 69, понятно, что это достоверные, которые вы вот находили. Просто всегда при выборке надо давать характеристику вашей выборки, на мой взгляд. Наверное, надо сказать, что это хорошая работа, интересная, и языки всегда интересны, да? Но как-то в древности люди жили и использовали на самом-то деле гораздо больше языков, чем мы знаем, да? Вот, например, эламиты использовали медийский, дома говорили на эламитском, а писали свои доносы на аккадском, литературу на шумерском, и на вавилонском переписку по торговле вели, да, так сказать. Поэтому совершенно разные когнитивные концепты тут и возникали, да, так сказать. То есть на самом-то деле исторически, если посмотреть, да, так сказать, эта проблема, она всегда была и есть, и очень интересно в сравнении, если это все посмотреть, да, даже слово когнитивный, да, так сказать, имеет очень интересные в этом деле ассоциации, да, так сказать. И при том можно же сказать, что в древнегреческом когнито потом идет на латинском, да, так сказать, когнисио, показывает уже их связь очень близкую, да, на самом-то деле. Буквально, о чем говорит это, да, так сказать, что концепты шли, передавались и исторически развивались. Да? Спасибо большое. Спасибо. Да. Спасибо ребятам за ваш проект. Сейчас приглашаем проект «Разработка моделей на основе человеческих клеток для оценки цитотоксичности лекарственных препаратов». Тютор Троев Иван Петрович, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова, и Николаева Ирина Эдуардовна, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова. Здравствуйте, меня зовут Грохов Максим. Идея и суть нашего проекта заключается в поиске новых лекарств на основе природного сырья. В рамках нашего проекта мы исследовали
березовую чагу, так как во многих литературных документах говорится об ее противораковой активности. Мы испытали чагу на клетках рака, которые привезли наши тьюторы. Исследования проводились строго с согласием родителей и учеников, то есть наших родителей. Мы поделились на 3 группы, которые взяли на себя задание испытать чагу на 3 разных культурах рака. И слово даю первой группе. Здравствуйте, меня зовут Алексей Луигуланов. Наша группа представляет HEPG-2. HEPG-2 – это безмерная клеточная линия рака печени. Она рассматривается как эквивалент опухолевых тканей. Его нашли из ткани печени у мальчика с хорошо дифференцированной гепатоцеллюлярной карциомой. У этой клеточной линии эту клеточную линию используют для исследования метаболизма лекарств и токсинов, оценки токсичности различных веществ, исследования синтеза белков печени. Это делает HEPG-2 важным инструментом для биомедицинских исследований. Здравствуйте, меня зовут Васильева Игулана. Рак печени является серьезной проблемой общественного здравоохранения. Рак печени является 3-й по значимой причине смерти от рака во всем мире. Клетки HEPG-2 – это нетуморигенные клетки с высокими темпами пролификации эпителиальной морфологии, которая выполняет множество дифференцированных печеночных функций. Здравствуйте, меня зовут Григорьева Карлина. Я расскажу про результаты нашего исследования. В первый день мы посадили наши клетки рака. Во второй день мы прокапали 1, 5 и 10 мл экстракта чаги. В ходе исследования у нас вышла эта диаграмма, на которой показывает рост клеток и разницу между контрольными клетками. На нашей клеточной линии экстракт чаги подействовал довольно-таки слабо. Спасибо, первая группа. Слово даем второй группе. Здравствуйте, меня зовут Матвей Ворчун. Мы группа MCV7. MCV7 – это раковые клетки молочной железы. До получения линии MCV7 исследователи не могли получить клетки, которые выживают дольше нескольких месяцев. Клетки пациентки Фрэнсис Меллон были источником большого количества современных знаний о раке молочной железы. Линия была получена в 1973 году ученым Гербертом Солом в институте рака Барбары Н. Карманас. Сегодня эта линия одна из распространенных линий раковых клеток для исследований инвитро. Цитотоксичности, противоопухолевых препаратов, молекулярной биологии, а также цветосовместимости различных биосовместимых материалов. Клетки MCV7 представляют интерес, потому что они сохраняют ряд характеристик, схожих с эпителием молочной железы. Линия клеток имеет эпителиоподобную морфологию, а монослой образует куполообразные структуры из-за скопления жидкости между чашкой для культивирования и монослоем клеток. Добрый день, меня зовут Зорина Олеся. Я хочу рассказать насчет того, что обозначает данный график. Изначально мы прокапали в ячейки в разное количество чаги по 1, 5 и 10 микролитрам. На данном графике видно, что наша концентрация чаги не помогла предоставить росту клеток, и на контрольных
образцах видно, что она никак не повлияла. Вторая группа, спасибо. Теперь даем слово третьей группе. Еще раз здравствуйте, меня зовут Анастасия. Клеточная линия ХЕП-2. Итак, эта клеточная линия была выведена в 1954 году ученым Тулан в Калифорнийском университете, и с тех пор эта клеточная линия ХЕП-2 активно применяется в областях фармакологии, генетики, клеточной биологии и также вирусологии. На данный момент клеточная линия ХЕП-2 активно применяется в изучении вирусов, тестировании на аутоиммунные заболевания системы человека. Также ХЕП-2 имеет такое свойство, как быстрая пролиферация, то есть быстродействие клеток. И это позволяет также проводить исследования на антинуклеарный фактор в сырых пациентов, так как ХЕП-2 хорошо реагирует на антитела, направленные против ядерных и цитоплазматических компонентов клетки. Здравствуйте, уважаемые жюри. Меня зовут Светлана, я сегодня расскажу о характеристике клеточной линии ХЕП-2. В клетке ХЕП-2 содержатся маркерные хромосомы ХЭЛа и они обнаружены положительными для последовательности ДНК креатина и вируса папилломы человека. Производная клеточная линия ХЭЛа и ХЭЛа-2 обладает эпителиальной морфологией. Клеточная линия ХЭП-2 является образцовой моделью для частого использования в биомедицинских исследованиях. Их уникальность создает им важную роль для использования в различных исследованиях. Добрый день, меня зовут Табанова Дэна. Я хочу вам представить диаграмму наших клеток. Первые три диаграммы — это те лунки, в которых мы добавили чаку. Можете заметить то, что там намного меньше клеток, чем в группе контроля. То есть эта чака влияет на рост раковых клеток ХЕП-2. Спасибо всем группам за ваш рассказ о ваших исследованиях. Таким образом, у нас получились два вывода. Первый вывод – это то, что раковые клетки очень хороши для того, чтобы испытывать на них новые лекарства против рака. Второй вывод – это то, что березовая чака в большинстве случаев подавляет рост раковых клеток ХЕП-2. На этом слайде виден процесс нашей работы. Спасибо за внимание. Ребята, замечательная, интересная работа, что вы использовали разные линии. Как вы думаете, они будут вечно использованы или когда-то придет конец этим линиям? Пока лечение рака еще не изобретено, я думаю, еще будет проводиться много таких исследований с этими клеточными линиями. А то, что вы использовали клеточные каунтеры и прочее, это вот, тяжело было использовать, да? Имеется в виду, вы биорадовский каунтер использовали, да, для подсчета клеток? Нам все подсказал наш ученый, поэтому это было не очень тяжело. А что-то делали ламинали, вот какие-то вещи сами нашли? Да, мы меняли среду и подсчитывали клетки сами. Понятно. И вы, насколько нужно соблюдать чистоту, стерильность и прочее, когда работаете с такими культурами? Мы соблюдали все правила гигиены, по крайней мере, в работе с клетками, поэтому я думаю, это очень важно. То есть ношение маски, ношение для волос, шапочки, халат, обработка все изопропилом и этиловым спиртом. А какие-то прогоны делали, да, на гелях? Что-то делали такое, не было, да? Что и по выращиванию, какие среды? Среда различается? Среды нет. Мы использовали одну среду. Спасибо. Но надо сказать, что это интересная работа. Дальше, наверное, нужно еще и продолжать. Да? Спасибо большое.
Спасибо. Еще вопрос. А вы работали с этой, только с этими ингибиторами, будем так их называть, да? И, например, Иван Петрович водоплотник не пытался вам навязать? Или пока у вас была, наверное, отработка методики, да? Водоплотник. Чагу только, да. Это уже апробированные как бы уже. Есть. У нас просто есть более пока неизведанные. Видимо, я предполагаю, у вас готовят нечто большее в дальнейшем. Потому что вот этот поток пустить, это очень важно. Посмотреть, как бы как называется, испытание лекарственных препаратов, когда на уровне экстрактов и их проверяет. Это предклиническое там, типа этого. Так что вам удачи, и, соответственно, просто берите, просите новые, неизвестные вещи, которые надо посмотреть. У нас очень много интересно. Есть что тестировать. Спасибо. Большое спасибо ребятам за такой интересный и актуальный проект. Вы можете присаживаться на свои места. А теперь приглашается проект «Эфирные масла и другие биологически активные вещества из растений Якутии. Получение и применение». Тьютор проекта Навсоров Василий Васильевич, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологических проблем Кровитозона Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Готовится проект «Экомониторинг качества водной среды». Добрый день, уважаемые жюри и участники смены. Сегодня мы хотели бы вам представить наш проект «Эфирные масла и другие биологически активные вещества из растений Якутии. Их получение и применение». В данном проекте участвовало 9 человек под руководством Василия Васильевича. Эфирные масла издавна использовались людьми. Эфирные масла – это маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом. Эфирные масла образуются в растениях и являются их вторичными метаболитами. Эфирные масла способны проникать внутрь клеток, обладают специфическим и общим воздействием на организм, являются биологическими регуляторами. Они безопасны, повышают энергетику, являются адаптогенными, а также многокомпонентными. Целью нашего проекта являлось провести сравнительные исследования химического состава растительного сырья и их эфирных масел, произрастающих в Ангаласском районе. Для достижения поставленной цели были сформированы следующие задачи. Провести анализ научной литературы по проблеме исследования, освоить методы сбора растительного сырья, методы экстракции наземных частях растений и эфирных масел, определить состав липофильных компонентов, выявить наиболее ценные виды растений с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, к которым относятся линолевая и альфа-линоленовая кислоты. Материалы и методы. Для начала мы сделали сбор растительных материалов, после чего сделали естественную сушку. После естественной сушки у нас прошел анализ. Для начала мы взвесили наше сырье, после чего сделали экстракцию липидов. После чего все это дело профильтровали и положили в центрифугу. Готовый экстракт смешали с чистой дистиллированной водой. После чего мы положили его под вакуум. Готовый экстракт мы анализировали в ТСХ-анализ, либо же положили в метилирование жирных кислот для получения гексанового раствора. И мы сделали газовый хроматограф. Выделение эфирных масел из растений. Мы положили наше сырье в дистилляцию под водяной баней и с обратным холодильником. После чего профильтровали все это дело, избавившись от примесей, и получили чистое эфирное масло. Также мы провели электромикроскопию. Результаты.
Результаты анализа ольховника кустарникового. В почках ольховника мы выявили высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот и фосфолипидов. Всего выявлено 116 метаболитов, а отношение омега-6 к омега-3 0,52. При электронной микроскопии мы выяснили, что листья и почки ольхи несут трихомы. Трихомы – это клетки эпидермы или же выросты, образующие опушение на поверхностных органах растений. Также мы выделили эфирное масло, в химический состав которого входят таннин, галловая кислота, флавоноиды и другие. В медицине его часто применяют при лечении острых и хронических энтеритов и колитов, также помогает в заживлении ран. Вторым исследуемым растением являлся хвощ полевой. В его наземных частях было выявлено высокое содержание гликолипидов, повышенное содержание альфа-линолевой кислоты. Всего было выявлено 74 метаболита. При электронной микроскопии были обнаружены микрофилы. Микрофилы – это мелкие чешуйчатые листья, которые не фотосинтезируют, а защищают растения. Из хвоща было выделено эфирное масло, в состав которого входили сапонины, кремниевая кислота, дубильные вещества, флавоноиды и каротиноиды. В народной медицине отвар настой травы используют при различных заболеваниях и состояниях, например, при бронхиальной астме, скарлатине, малярии, дизентерии, люмбаго и ишиасе. Тимьян ползучий является эфирным масляничным растением. Мы проанализировали его и выявили 138 метаболитов, доминировали ненасыщенные жирные кислоты и также высокое содержание гликолипидов. Из электронной микроскопии мы узнали, что листья тимьяна зазубрены. Это признак дальневосточных видов. Цветки тимьяна волосистые, имеют трихомы. В химический состав эфирного масла входят тимол, дубильные вещества, горечи и другие соединения. Эфирное масло тимьяна используют как антисептик, также он борется против вирусов и обладает обезболивающими действиями. В траве пижмы обыкновенной выявлено 132 метаболитов. В ТСХ профиле выявлены высокое содержание фосфатидихолинов и гликолипида. Газовая хроматограмма показала высокое содержание альфа-линоленовой кислоты С18 3,47%. Также отношение омега-6 к омега-3 равняется 0,38, что является очень хорошим показателем. Далее, используя электронную микроскопию, мы обнаружили, что цветки пижмы собраны в корзинки. Они многорядные, черепичатые и полушаровидные. Также есть трихомы, которые выполняют разные функции, но принято считать, что они защищают хлоренхиму от перегрева. Следующим этапом было выделение эфирных масел из пижмы обыкновенной. Как выяснилось, пижма имеет в составе алкалоиды, полисахариды, гликозиды, дубильные и горькие вещества, а также марганец и бета-туйон. Наличие туйона делает растение токсичным, из-за чего нужно дозировать его применение. Пижма помогает при проблемах с пищеварением, колите, цистите, язве, а также имеет мочегонное свойство. В листьях можжевельника было выявлено высокое содержание гликолипидов и фосфатдилхолидном. Также ЖК-профиль характеризовался высоким содержанием омега-3 кислот, альфа-линоленовой и докозагексаиновой. Всего было выявлено 119 метаболитов. Электронная микроскопия показала, что древесина имеет высокие механические свойства. Также у листьев выявили мегаспорифилы. Мы выделили эфирное масло можжевельника обыкновенное, он содержит терпеноид, терпенол, казеин, камфен, пинен, борнеол. Современная медицина рекомендует принимать шишкоягодное можжевельника как
мочегонные, дезинфицирующие, отхаркивающие средства. Можжевельник помогает сердечно-сосудистым заболеваниям, боли в суставах, боли в горле и камнях в почках и различных воспалениях желудка. Сравнительный анализ эфирных масел с помощью 3D-флуоресцентной спектроскопии выявил, что эфирное масло хвоща полевого и тимьяна ползучего содержит много токоферолов, а эфирное масло можжевельника обыкновенного характеризуется высоким содержанием фенольных соединений. По полученным данным мы сделали тепловую карту. Она отражает содержание жирных кислот в 5 изученных нами растениями. Выявлено высокое содержание омега-3 кислот у пижмы обыкновенной и хвоща полевого. Высокое содержание омега-6 кислот у пижмы обыкновенной и тимьяна ползучего. Физиологически важные кислоты, такие как эйкозапентагеновая и докозагексагеновая кислоты, выявлены у можжевельника обыкновенного. Выводы. Выявлено, что эфирные масла являются источниками многих полезных соединений, в том числе антиоксидантов, токоферолов и флавоноидов, которые являются незаменимыми для человека. С помощью физико-химических методов из 5 растений, произрастающих в окрестностях села Чапаево, были выделены и идентифицированы эфирные масла, жирные кислоты и липидные компоненты. Установлено, что в эфирных маслах хвоща полевого и тимьяна ползучего высокое содержание антиоксидантов токоферолов, а эфирное масло можжевельника обыкновенного характеризуется повышенным содержанием фенольных соединений. Полученные результаты показывают, что растения, произрастающие в условиях мерзлотных экосистем, содержат в своем составе физиологически важные омега-3 кислоты, такие как эйкозапентагеновая и докозагексаеновая кислоты, которые входят в состав клеточных мембран фосфолипидов. Вот вся использованная нами литература. Спасибо за внимание. Спасибо, замечательная работа. Это очень такая глубокая и невероятно сильная работа, которая может быть уже напечатана, да, практически как статья, и уже это самая такая, да, серия статей магистерского уровня, да, так сказать, работа, даже так можно сказать. Скажите, пожалуйста, все это получено на приборах, которые здесь, да? И да. Скажите, пожалуйста, вот насколько тяжело или трудно работать с электронным сканирующим микроскопом? Ну, было достаточно сложно работать с электронным микроскопом. И как вы готовили свои образцы? Мы наши образцы, наше сырье разложили в специальные пакетики и при электронной микроскопии выложили их в доски, после чего каждое сырье анализировали отдельно. Нужно ли для этого высушивать и, например, покрывать чем-то, какими-то другими, например, металлическими напылением или что-то? Или это можно сделать просто прямо вот взять и высушить, или просто использовать это как без всяких других трансформаций? Да, нужно перед этим высушить сырье. Только, да? Только, никаких напылений, ничего не надо. Замечательно. А что дает, вот, например, какую информацию дает 3D-флуоресцентная спектроскопия? Содержание каких-либо там антиоксидантов, токоферолов или же фенольных соединений и так далее. Замечательно. И вот вы сперва делали еще, когда выделяли выгонку, использовали тонкослойную хроматографию, а потом шли на газовую, да? Вы еще газовую хроматографию делали? Да. И как вот сравнение с этим, да, так сказать, вот вы увидели там, да, так сказать, разницу, которая, насколько хорошо это работает TLC, тонкослойная хроматография, по сравнению с газовой? Ну, с помощью газовой хроматографии мы выясняем, насколько много именно вот таких вот жирных кислот, а с помощью ТСХ-анализа мы выясняли, сколько там соединений и есть ли среди них там какие-нибудь уникальные для каждого сырья соединения.
А вот вы сказали, да, что в мерзлотной экосистеме растения имеют большое количество содержащих омега-3 жирных кислот. Да, так сказать. У вас была такая возможность сравнить с теми растениями, которые растут не в мерзлотной экосистеме? Нет, не было. Не было. А почему так вот утверждаете, что в мерзлотной экосистеме, значит, его много? Может быть, другой тоже много или как? Ну, потому что именно в условиях Якутии еще не было проведено анализа именно эфирных масел. Но можно проводить на тех же растениях, которые растут в других регионах, где нету мерзлоты. Так же ведь, да? Да. Спасибо. Ну, очень интересная работа, конечно. Видно, что Василий Васильевич вас очень четко расписал весь план исследований. Методически, мне кажется, вы очень много освоили. Единственный у меня вопрос: вы до этого имели опыт работы над этим оборудованием или прямо всем с нуля начали? Только пришли и сразу стали заниматься? Ну, некоторые из нас с самого нуля начинали, а некоторые из нас уже знали, как пользоваться всеми этими. Вот кто умел? Кто умел? Раз, два, три. И где вы это изучали? Тоже здесь или в другом месте? В прошлом году. В прошлом году были все, понятно. И еще вопрос. У вас все такие умные ответы делают, как этот мальчик? Да? Ну и вообще в целом. Теперь у меня немножко по латинским названиям. Вы так уверенно пишете тему серпилиум, с этом вульгаре. Вы где проверяли? Василий Васильевич тут? В литературе проверяли их латинские названия. Ну, у нас есть определитель высших растений Якутии. Василий Васильевич, как сотрудник Института биологии, в принципе, мог получить доступ. Там просто надо выяснить, мне кажется, что-то вот с этого, возможно, в Бореале. Я просто на предмет того, что у вас уже фактически очень много интересного, и Василий Васильевич просто так в пустоту не работает, это тоже элемент госзадания Академического института. Пожалуйста, проверьте, есть флористы, которые вам подскажут. То же самое, как Тимус серпилиум, возможно, он чуть-чуть другое уже, как бы региональное название. Это, я формально говорю, теперь вопрос, что такое ВОЗ? ВОЗ – это стандарт, установленный Всемирной организацией здравоохранения. В нашем случае это меньше 8. А кроме него отвечать никто не будет, да? Да он узурпировал микрофон, отдай людям. Да, и еще это вопрос, вот омега-3, говорите о высокой мерзлотных экосистемах. Вы сравнивали, например, с уже известными содержаниями омега-3 в рыбах, в животных и так далее? Ну, просто пропорции из литературы. Да, изучали. Вот там какие цифры, у вас какие цифры? Просто интересно. Ну, понятно, что в рыбе много, но насколько? Сколько нужно скушать растений, чтобы уравняться до рыбы? Ну хорошо, это просто на будущее. Еще вопрос. У вас вот эфирные это масла, они все-таки, в моем понимании, масла более такие концентрированные, или это как у вас? Да. Первая выгонка? Это концентрированно считается, да? Да. Понятно. То есть, по сути, парфюмерная промышленность с этого может работать, да? То есть, ну да. Соответственно, здесь вопрос, вот у них у всех концентрация примерно одинаковая должна быть, или она разная, зависит от выгонки и содержания растений? У вас просто здесь разные объемы. То большие, то маленькие, то... Ну, концентрация для разных... Концентрация разная должна быть, то есть у некоторых объем больше, у некоторых меньше, и там нужно рассчитывать, то есть
выяснять, сколько концентрация. Ну, просто в моем понимании здесь у вас все-таки некая неконцентрированность есть, наверное. И просто для интереса в публикациях тоже просто выдумка ваша, и ее концентрация тоже очень важна при этих вещах. Я просто знаю, в Новосибирске для того, чтобы получить первичные данные, они прямо все оборудование на поле вывозят, и прямо там на месте эфирные масла делают. Это страшное дело. А у вас тут условия получше. Вы собирали, приносили и тут делали. Да? Ну ладно, молодцы, удачи. Спасибо. Спасибо ребятам за такую содержательную работу. Теперь приглашаем проект «Экомониторинг качества водной среды и растительности с помощью оптических методов и биотестирования». Тьютор Протопопов Федор Федорович, кандидат биологических наук, руководитель лаборатории, старший научный сотрудник лаборатории радиационной технологии Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Сотьютор Федоров Анатолий, выпускник Дамской средней общеобразовательной школы номер 2, действительный член Малой академии наук. Добрый день, уважаемые жюри, тьюторы и участники МИЖ-2024. Тема нашего проекта – экомониторинг качества водной среды с помощью оптических методов и биотестирования. Цель нашего проекта – провести мониторинговые исследования водоемов, окрестностей долины Эркаэни и в черте города Якутска с помощью оптических методов и биотестирования качества воды с помощью водорослей. В нашем исследовании были взяты пробы из 9 водоемов, чтобы получить представление о разнообразии водных экосистем. Из них выделились, получается, протока реки Лена, пруды 4,5 около зоопарка Орта-Дойду, а также пруды 6 и 7, свалка и источные воды. Также мы взяли пробы с 4 озер города Якутска. Для того, чтобы провести данные об водных образцов, мы провели фильтрацию из бумажной размерной пор 0,7 мелко. Микрометров, которые позволяют избавиться от крупных возвышенных частиц и одноклеточных водорослей. После фильтрации мы проводили JIP-тест, который позволяет схватывание активности фотосистем, может предвещать обцветение воды, которое негативно влияет на обитателей водоемов. Измерение люминесценции растворенной органики провели с помощью флуоресцентного спектрометра. Вы можете увидеть его на слайде. Возбуждение свечения вызвали волны длиной 200 до 500 нанометров, снимали диапазон с 200 до 800 нанометров. Всего для одного трехмерного сканирования нам понадобилось 61 спектр изучения. Свечение в определенных диапазонах выражает определенные пики, которые говорят нам о том, что в этой воде есть органика. ТДС измеряет электропроводность между электродами прибора, который позволяет узнать количество растворенных солей в воде. Деионизированная вода электричество не проводит. АПШ проверяет уровень кислотности, а если оно выходит из нормы, то это может означать, что в нем
различные вещества. А теперь давайте обратим на фиолетовую диаграмму. На ней представлено содержание солей в воде ТДС метром. Насколько мы знаем, питьевая вода должна содержать минимум солей, то есть до 50. В основном вода жесткая, но, как вы видите, пруды 1, 2 и пруд 4 имеют опасность, так как у них коэффициент pH повышен. Озера Якутии, пруды от 1 до 5, пруд 7 и протока имеют коэффициент нейтральный или среднюю щелочь. Пруды 8, 9 и 6 имеют среднюю кислотность. Мы подвели итоги и сравнили 2023 и 2024 год. И видим, что пруды Якутии — это Шорса, Теплая и пруд 7 имеют коэффициент, они понизили свой коэффициент по сравнению с 2023 годом. Посмотрели результаты спектров поглощения и нашли поглощение при длине волны 254 нанометра. Оно связано с общим содержанием растворенной органики и сравнили с результатами прошлого года. Согласно результатам прошлого года, количество растворенной органики большое количество растворенной органики наблюдается в пруду номер 5. Больше, чем в прошлом году в озере Щорсы, Талое, Теплое, в прудах 1, 2, 7 и 8. Уменьшения произошли в пруде номер 9, а также в протоке реки Лена. Далее, мы проанализировали 3D-матрицу излучения и возбуждения флуоресценции, а также мы нашли пики флуоресценции А, Б, С, М, Т1 и Т2, которые отвечают за содержание растворенной органики, гуминовых веществ, тирозина и триптофана. Мы создали скоринговую таблицу, которая представлена на слайде в бирюзовом цвете, где мы давали от 1 до 3 баллов за наличие и интенсивность пиков. Получается, 1 балл – это низкая интенсивность, 2 балла – это средняя интенсивность и 3 балла – это высокая интенсивность. Все баллы мы суммировали, и теперь результаты приведены в таблице. И в чистой воде, чистая вода, если что, это вода из кулера, дистиллированная вода и вода из крана. Там у нас 0 баллов, потому что мы не обнаружили вообще никаких пиков. Относительно чистые пруды оказались пруд номер 1, 3 и 5, а также протока реки Лена. Там присутствует 1-2 пика средней активности. Также по данной таблице мы можем увидеть, что пруд 6 – это сточные воды, которые находятся возле свалки, а также пруд 7 – это тоже пруд, который находится возле свалки, наиболее загрязнены. Также мы отметили, что пруд 6 содержит фенольные соединения и тирозиноподобные вещества, которые очень токсичны, в общем, для всего живого. В остальных водоемах содержится среднее количество примесей, и они такие средненькие. 6 и 7 пруд мы практически сразу вылили обратно, потому что он был очень токсичен. Сравнительный анализ. Что такое фи нулевое? Это у нас минимальный показатель живых организмов. Хотелось бы отметить здесь именно случай протоки, там, где результаты возросли. В остальных же они уменьшились, что очень хорошо. Дальше у нас идет фи
Фи нулевое. Это максимальный квантовый выход фотосистемы 2. Здесь бы хотелось выделить пруд 2. Там, где показатели также прямо пропорционально, как и в первом случае, уменьшились. PI Abas. Хотелось бы здесь выделить такие точки, как озеро Сайсары, теплое, талое, пруд 1 и пруд 2. В Сайсарах теплое, талое и пруд 1 результаты возросли, а в пруде 2, так же как в предыдущих результатов, прямо пропорционально результаты уменьшились. Мы провели биотестирование профильтрованной воды из водоемов на модельных зеленых водорослях Xenodesmus quadricaudum. На графике видно интенсивность флуоресценции, параметров 0. Также стоит отметить то, что контрольный образец был выращен в чистой среде, а потом показывает лучшие показатели роста. Низковысокими отличились озеро Шорса и пруд номер 3, а худшие показатели у протоки реки Лена. Ну что ж, перейдем к выводам. Первое – это содержание растворенных солей в водоемах менялось от 103 до 974 ppm, что свойственно жестким водам. Показатель pH находился от 5,3 до 9,3. Второе. В озерах Шорса, Сайсары, теплая и талая, а также в водах номер 1 и 4 наблюдались низкие показатели растворенной органики, а у остальных наблюдались высокие и средние. Обилие фитопланктона в этом году показало, что относительно среднее в протоке реки Лена, в остальных водоемах низкая. Низкая активность первичных фотосинтетических процессов была отмечена в прудах номер 1, 3, 9 и в протоке. В остальных водоемах мы наблюдаем среднее значение. Исходя из этого, можно предположить, что в ближайшие недели не ожидается цветение фитопланктонов в исследуемых водоемах. Биотестирование на зеленых водорослях показало снижение скорости роста флуоресценции хлорофилла во всех водоемах, что может служить индикатором низкого содержания растворенных питательных элементов и наличием других негативных факторов. Мы проделали достаточно большую работу. Благодарю вас за внимание. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Ну, здесь экологическое тестирование, да, это понятно. Вы по химическому анализу возможностей не имели, было бы интересно вообще. У вас просятся на очень хорошие уже результаты есть, тем более я не силен, конечно, в литературе, но мне кажется, не особо сильно и раньше этим методом изучали озера. И то, что вот у вас водорослевые есть показатели, это тоже неплохо было бы. Просто вот еще бы на будущее химизм сюда добавить, а химизм можете сделать очень по-хитрому. Вы набираете пробу, приносите Роспотребнадзор и говорите: ой, что-то вода грязная стала, страшно дело. Вот мы такие экологи, и, пожалуйста, определите и дайте нам результат. И они вас обязаны бесплатно делать спектр, который вам необходим. Еще попросите предельно допустимые концентрации, чтобы вам сделали. И тогда вы на халяву получите по тем же объектам воду. То есть, соответственно, это я вам подсказываю, как дешево-дешево все это дело дополнить. Потому что, ну, это целое дело искать где-то в другом месте, если будут вас отфутболивать и подальше. Тем более у вас выборка довольно большая, и сразу же появятся у вас некие параллельные вещи с вашими оборудованием, которые вы начали делать. Ну, вот такого плана пожелания, так вообще видно, что вы очень плотненько поработали. И, конечно, я постоянно говорил, что за детские презентации, где что-то крутится, вертится и так далее, а тут у вас очень органично так. В возрасте так очень красиво крутится, вежливо. Я вот вообще по презентации в целом, это всей и Мишу скажу просто восхищение и то, что у вас очень органично и классно это делается. То ли вас теперь начали в школах учить хорошо, то ли здесь у вас
такие тьютеры хорошие, что тоже умеют делать это на хорошем уровне. Или это Маш делает, Василий Кимович? Учит Маш этому делу? В смысле ман. Да, вряд ли. Значит, это вот все дети, я путаю, я везде, я и ман, и Маш, везде. Одна буква разницы, никакой нет. Поэтому, ну, молодцы. Можно похлопать им. Спасибо большое за совет и, в общем, большое спасибо. Спасибо. Ну, это замечательная просто работа, да, и так много интересных приборов использовано, и показана динамика, такое еще и бета-тестирование. Впервые я вижу, да, мы сделали, наверное, в Якутии такое редко, да, так сказать, вот, я не слышал, чтобы у нас что-то бета-тестировали, да, так сказать, это просто, ну, замечательно. Поэтому очень много вот таких новых вещей мы узнали, да, и где все-таки лучше плавать нам? Вопрос, в каком пруду? Или не надо вообще? Конечно, в некоторых прудах можно поплавать, там водичка довольно-таки хорошая, потому что когда мы наливали, брали образцы, успели обмочиться некоторые люди, а в некоторых не стоит купаться, совсем не стоит. Есть такие, конечно, водоемы. Вот мы ходили возле свалки, и там водичка была не из приятных, прям даже черная, грязная, вязкая, липкая, и вообще, в общем, не всякое плавало неприятное. Там еще какая-то труба выходила, что-то сливали туда. Ну, вот такая вот была водичка. Замечательно, спасибо. Да, совет ваш очень важен для нас, спасибо. Ну что, ребят, мы поздравляем вас, да, так сказать, замечательная работа, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, ребята, можете присаживаться в свои места. Ну что ж, мы заслушали все проекты. Спасибо участникам и тьютерам за столь интересные работы. Давайте поаплодируем друг другу. Надеемся, Немиш станет стартовой площадкой для ваших будущих успехов и достижений. На этом защита проектов завершается. Уважаемые участники, убедительная просьба не расходиться. Буквально через несколько минут начнется церемония закрытия Якутской межрегиональной исследовательской школы, а наших уважаемых экспертов мы приглашаем в переговорную для проведения итогов. Сейчас еще немножко информации. Да, во-первых, не несколько минут нам нужно определенное время все-таки. Ну и перед тем, как вот обычно обзор делают, надо все-таки сказать, я думаю, члены этой жюри посоветуются. Я уже начал говорить, что в принципе я вижу очень высокий уровень презентации, очень такая разумная анимация. Именно она должна быть разумная, потому что иногда бывает она там чересчур такая. В данном случае у вас очень грамотно. И мне, ну, всегда я это тоже приветствую, когда для выступающих вы прямо стрелками подсказываете, выделяете. Вот сюда обратите внимание, туда. Вот здесь тоже был элемент этого. То есть это для удобства. Вот человек сидит там, в WhatsApp копается, параллельно смотрит, копается, смотрит, и тут сразу вы раз и говорите вот сюда. Уже как бы методологически мозги работают, поэтому вот такое обращение это всегда полезно. Ну, конечно, подача выступления это вечный процесс. Кто-то лучше, кто-то хуже, тут у вас еще групповое выступление. Ну, хорошо, что вы умело выступаете, у вас, в отличие от меня, не столько дефектов речи, у меня гораздо больше, поэтому я вам очень завидую, молодцы. Поэтому вот, как бы сказать, что вы во многом готовы. И для интереса, кто хоть на каком-то таком школьно, улусно, районно, межрегиональном, республиканском уже участвовал на различных конференциях. Да, а теперь сейчас поднимите те, которые первый раз вообще выступают и ни разу никуда не ездил, и вообще вы в шоке как бы. Есть такие? Немного, да? Но это говорит о том, что Малая академия наук охватила всю республику и измучила всех детей этой программой, и которая, в принципе, развивает вас, и
Надеюсь, вы многих нас знаете не первый раз, видели на открытиях, закрытиях. Мы что-то вам вручали, руки жали и обнимали. Это очень важно, потому что на самом деле Малой академии наук в свое время была чисто олимпиадной историей. Сейчас это просто огромная экосистема, которая все, вплоть до того, что здесь есть куча оборудования, поэтому я очень рад, что это оборудование, и я так могу сказать, во время НИШ ни один прибор не пострадал. Или пострадал? Не знаем, да? После отъезда узнаем, да? Что-нибудь такое. Но хорошо, что оборудование работает. Мы всегда видим уровни людей, прошедших через МАН, через СФУ, через ДНК, через проекты «Сириус Лето». Вот аплодисменты Нины Васильевны, она будет вас курировать, направлять этот проект «Сириус Лето». Поэтому вот сейчас начнутся скоро наборы в команды, пожалуйста, вот вы уже во многом все такие спаянные, слитые, и это тоже очень важно. Ну а в дальнейшем учебный год и опять гонки шаг будущее. Василий Климович будет с содержанием вспоминать, сколько надо вести этих кабинок там и так далее. И весь коллектив будет работать, поэтому когда будете на конференциях, понимаете, что за вами стоит Малая академия наук, которая вот вас что-то вкладывает, что-то думает, тратит деньги. Еще есть интересный проект «Научное лето» онлайн. Есть такие тут люди, которые участвовали? Есть? Это не конкурирующая структура, «Научное лето» онлайн. Между прочим, очень хороший проект, там есть сайт, в котором много литературы, методических планов. Поэтому это вот все-таки там много методических. Но она такая естественная, научная там направление. Ну, есть там немножко связанные с наукой Земли. Это не совсем биология, есть уже биотехнологические вещи. Ну, то есть тоже интересное направление такое. Ну, и я вот вас поздравляю с завершением школы. Открытие видел, на соцсетях слежу, думаю, позовут меня и позовут. Все-таки позвали. Позвали, без меня ничего не входится. Это Нина? Отделение одного из партнеров Иркутской межрегиональной исследовательской школы от имени Северо-Восточного федерального университета, от имени молодых ученых нашего университета республики, позвольте поздравить всех вас с успешной защитой ваших проектов. Наш университет уже на протяжении 5 лет выступает главным партнером этого замечательного проекта, потому что мы все знаем, что сегодня в Российской Федерации проходит десятилетие науки и технологий в Российской Федерации, по указу президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. До 1935 года действует это десятилетие, и мы за это время должны активно вовлекать нашу талантливую молодежь в выполнении научных проектов, научно-технологических проектов, которые будут направлены на решение актуальных задач, в том числе нашего региона. И мы сегодня воочию увидели, что очень многие проекты имеют такой прикладной характер. Это проекты и в области биотехнологий, проекты, значит, и в области когнитивной лингвистики. Я как лингвист хочу сказать, что когнитивная лингвистика сегодня является одним из приоритетных направлений общего языкознания, но и в целом филологических наук. И в этом отношении хотела бы отдельно выделить и поблагодарить нашего Павла Степана, одного из молодых перспективных ученых нашего университета, который на протяжении 10 лет очень активно и качественно занимался с вами по выявлению содержания концепта «якутский язык», потому что сегодня, конечно же, гуманитарные науки не могут выдавать сиюминутных результатов, в отличие от практически прикладных проектов. Но при этом, конечно же, сегодня в условиях глобализационных процессов и в особенности в условиях языковой конкуренции мы активно должны заниматься и сохранением, и развитием языкового многообразия, потому что
Сегодня языки не только выступают как объект или предмет научного исследования, они сегодня являются одним из показателей благосостояния этноса и, в принципе, одним из показателей устойчивого развития территории, в особенности северных территорий, потому что в северных территориях у нас идет очень такое активное промышленное освоение. Ну и, конечно же, выпускников этого года и учеников 10-9 классов мы активно приглашаем в наш университет, потому что наш университет сегодня выступает одним из ведущих университетов не только на Дальнем Востоке, на северо-востоке России, но в принципе в нашей стране. За последние 5 лет мы смогли открыть 6 молодежных научных лабораторий в рамках национального проекта «Наука университет». И отрадно, что среди тьюторов ЕМИШ я увидела руководителей этих молодежных лабораторий, лидеров молодежной науки, да, которые ведут за собой очень много молодых перспективных исследователей. Это и Протопопов Федор Федорович, руководитель лаборатории в области медицинской физики, это Степанов Сергей Павлович, руководитель лаборатории тоже молодежной, да, по вычислительным технологиям. И они как раз-таки сегодня активно занимаются в коллаборации с лингвистами по разработке различных там и математических моделей по языкам, по разработке национального корпуса якутского языка, ну и по голосовым помощникам. Вот. Ну и Иван Петрович Троев, конечно же, наш незаменимый молодой перспективный исследователь, он также является одним из руководителей таких достаточно уровневых, скажем так, научных структур нашего университета. Ну и всем желаю успеха, ребята. Самое главное, хочу, чтобы пожелать, чтобы вот желание ваше, да, заниматься наукой, но никогда не пропадало. И вот сегодня Малая академия наук выступает как раз-таки той площадкой, которая помогает вам развиваться в этом направлении. А дальше уже, надеюсь, уже на базе нашего университета вы сможете продолжить свои научные изыскания. Спасибо.